С добрым утром, жители нашей большой республики. Сегодня на календаре 5 октября, и мы приветствуем вас в студии программы «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Хочу сказать, что сегодня, 5 октября, День учителя. День людей, которых нас с самого детства наставляют и дают нам важные и правильные советы. Люди, которые нас учат и сопровождают 11 лет нашей жизни. Конечно же, сегодня вы можете поздравить всех своих любимых первых учителей или учителей, которые провожали вас из школы, своих преподавателей. И, конечно же, пожелать им всего самого доброго, теплого. Ведь даже в это сложное время пандемии они находят в себе силы, чтобы учить нас, чтобы давать нам знания и помогать во всем. Ну а сейчас давайте поговорим коротко о погоде за окном. В центральных районах от -5 до -2. В Заречной группе на 6 утра -7, -2. В южных -6, -4. В Вилюйской группе от 0 до +1. В Нижнеленских районах столбик термометра опустился до -2, -1 градуса. В западных -1, +1. В Колымо-Индигирской группе Улусов -13, -3. В Янских -13, -5. На северо-западе столбик термометра опустился ниже 3,1 градуса. В Якутске температура воздуха на 6 утра составила -4 градуса ниже 0. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду, температура +2, +4. Одевайтесь теплее, берегите себя. Мы работаем в прямом эфире, и, конечно же, это утро стало необычным, поэтому мы ждем, чтобы вы присоединились к нам сегодня. И это еще один повод включить телевизор, ведь, наверное, вы все сегодня заметили, что многие не смогли зайти в свои привычные приложения и начать утро так, как мы привыкли, с обзора соцсетей. Ну а сейчас я хочу передать слово в нашу информационную службу, которая подготовила самые актуальные новости к этому часу. И Сергей Михедов сейчас расскажет подробнее. Якутия, доброе утро. Наш эфир продолжает блок новостей. Минтруд должен внимательно и с осторожностью рассмотреть предложение Счетной палаты по расширению возможностей использования материнского капитала. Об этом заявили в Комитете Совета Федерации по социальной политике. Отмечается, что главное – избегать злоупотребления со стороны родителей и не навредить интересам детей, потому что есть много примеров незаконного использования средств и реальные уголовные дела за такие преступления. Но вместе с тем использовать выплату на газификацию, например, хорошая идея. Также предложенная Счетной палатой выплата на подготовку ребенка к школе будет рассмотрена Минтрудом. Ведомство изучит возможности выплаты по 20 тысяч рублей на каждого школьника из материнского капитала. В Госдуме хотят запретить банкам списывать долги россиян с социальных выплат. Законопроект также включает в себя новые нормы, которые усилят защиту соцвыплат от списания по исполнительным документам судов. По словам авторов документа, все соцвыплаты, осуществляемые на основании актов президента и правительства, будут внесены в перечень доходов, на которые не может быть наложено взыскание в рамках закона об исполнительном производстве. Списание станет возможным только после письменного согласия гражданина. При этом за ним останется право вернуть эти средства в случае возникновения сложной жизненной ситуации. Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке. Отмечается, что разработчик, использующий язык программирования Golang, может зарабатывать на удаленке до 450 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется опыт коммерческой разработки не менее 5 лет, навык проектирования систем с нуля, а также умение разрабатывать архитектуру высоконагруженных, отказоустойчивых решений и писать надежный код и проводить его проверку. Специалист по тендерам может получать до 300 тысяч рублей в месяц. От сотрудника требуются аналитические способности, самоорганизованность, знание законодательства в области проведения конкурсных торгов. В список высокооплачиваемых профессий также попал главный дизайнер интерьера, которому готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. До 100 тысяч может зарабатывать оценщик. У соискателя должно быть высшее образование и квалифицированный аттестат.
С 4 октября во всех субъектах Российской Федерации начала работу горячая линия Роспотребнадзора по профилактике ОРВИ и гриппа. Консультации можно получить до 15 октября, сообщается на сайте ведомства. Специалисты не только напомнят о неспецифических мерах профилактики ОРВИ и гриппа, но и расскажут об отличиях симптомов этих заболеваний, о том, что делать при первых признаках недомогания, как подготовиться к прививке от гриппа, а также ответят на другие вопросы в рамках тематики. Отмечается, что номера и адреса консультационных центров указаны на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам России. Большинство россиян, 68%, тратят на своих питомцев в среднем по 2000 рублей в месяц. Известно, что в 2019 году совокупные ежемесячные расходы россиян на домашних животных составляли порядка 36 миллиардов рублей. 4% опрошенных заявили, что тратят более 5000 рублей ежемесячно. Самой дорогой статьей расхода в уходе за питомцем россияне называют корм, услуги ветеринара и зоотовары. Несмотря на пандемию и сопутствующие ей ограничения, рынок товаров и услуг для братьев наших меньших пострадал не сильно. Специалисты отмечают, что многие, у кого до пандемии не было домашних животных, за время локдауна и режима самоизоляции завели себе питомца. Спасибо, Сергей. Ну а у меня для вас есть еще одна важная новость. Наверняка вы все утром перепугались, когда не смогли зайти в привычные вам социальные сети. Так вот, все это связано с масштабным сбоем работы Facebook и ему дочерних компаний, это Instagram и WhatsApp. Пользователи просто не смогли зайти в свои социальные сети. Итак, сервисы недоступны примерно с 18:40 по московскому времени. Сбой носит глобальный характер и недоступны приложения во всем мире. Недоступны как мобильные, так и десктопные версии Facebook и Instagram. Причины сбоя пока до конца не ясны. Официально Facebook лишь сообщили, что работают над устранением проблемы и извинились за инцидент, но не привели никаких деталей. После того, как Facebook стал недоступен, пользователи начали жаловаться на плохую работу других крупных сервисов. Жалобы поступали на отсутствие доступа к Twitter, Google, YouTube, Telegram, TikTok, ВКонтакте. Также некоторые российские пользователи жаловались на работоспособность интернета в целом. Эти сбои не были глобальными и в основном были вызваны резко увеличившимся количеством пользователей, которые перешли на другие мессенджеры и сервисы из-за недоступности Facebook. В частности, Telegram подтвердил, что из-за наплыва пользователей WhatsApp Messenger стал работать медленнее. В целом, все затронутые этими проблемами сервисы остаются доступными у подавляющей части пользователей. Сбой Facebook привел к падению фондовых рынков. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ за несколько часов упал на 2,2%. Dow Jones потеряли более процента, акции самого Facebook упали более чем на 5%. Основатель компании Марк Цукерберг, по данным Forbes, потерял в реальном времени около 6 миллиардов долларов и опустился с 5-го на 6-е место в списке богатейших людей мира. Вместе с Facebook дешевеют и другие IT-компании. Акции Twitter потеряли в цене 6,7%, Google 3%, Amazon 2,8%. По продолжительности сбой Facebook стал самым длительным с 2008 года. Тогда социальная сеть не работала больше суток. Ну а мы, конечно же, надеемся на то, что в скором времени все сервисы будут восстановлены, и мы сможем вернуться к привычной жизни. Ну а пока ждем вас у экранов и надеемся, что вы сейчас включили свои телевизоры и узнали, почему же, собственно, такой сбой произошел и что происходит с нашими социальными сетями. Ведь я, когда проснулась сегодня утром, вообще не поняла, если честно, что происходит и почему я не могу зайти в свои приложения. Ну, мы напоминаем, что мы, конечно же, работаем в прямом эфире, и даже если вы сейчас не можете прислать свои сообщения, вы можете их отправить на наш номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Мы всегда на связи, всегда в доступе. И когда, наконец-то, работы по устранению неполадок произойдут, мы прочитаем все ваши сообщения и с удовольствием на них ответим или озвучим в наших прямых эфирах. А также мы ждем вас в нашем Инстаграм «Утро Якутии». Заходите в приложение, находите нас, подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте свои комментарии. Но только после того, как сбой пройдет, потому что сейчас, если честно, мы и сами немножко не понимаем, что происходит.
Но и единственное, куда вы сейчас можете попасть, на наш YouTube-канал, если вы пропустили какие-то важные выпуски или новости нашей информационной службы, вы можете найти их в нашем YouTube-канале. Либо вбивайте «Утро Якутии» и находите нас, либо «Якутия-24», и также подписывайтесь на наш канал. Ну а сейчас я хочу сказать, что пришло время нашей зарядки. Нужно взбодриться этим утром и угнать от себя все плохие мысли. Давайте вместе с нашим тренером позанимаемся и взбодримся. Доброе утро. Меня зовут Ольга Каюмова. Я персональный тренер атлетического клуба «Спарта». Я проведу для вас утреннюю зарядку. Упражнение начинаем с верхней части тела. Ноги по ширине таза, спина прямая. Начинаем движение шеи. Начинаем влево поворачивать, вправо. Все движения выполняются спокойно, четко. Следующие наклоны вперед, назад. То, что начинается с шеи, нужно выполнять спокойно, без резких движений. Все повторения выполняются по 20-30 раз. Следующее – плечи. Нужно в полной амплитуде спокойно вращать. Все упражнения похожи на суставную разминку. Данные движения можно выполнять и перед тренировкой, не только как зарядку. Дальше. Грудной отдел. Спина также прямая. И сворачиваем в сторону, в левую сторону. Далее наклоны в стороны. Туловище не двигаем. И дыхание спокойное. Далее ноги также по ширине таза и наклоны вперед. Таз отводим назад, при этом наклоняемся вперед. Вес тела на пятках. Данное упражнение выполнять 3 подхода по 15 раз. На этом наша зарядка закончилась. Хорошего дня! Спасибо, Ольга. Вы тоже в своем роде, можно сказать, что учитель, учите нас здоровому образу жизни. Ну и я напоминаю, что тема сегодняшнего эфира – это, конечно же, День учителя. Не забудьте поздравить ваших учителей, которые подарили вам, можно сказать, путевку в эту жизнь и научили вас многому. И потратили свое время для того, чтобы сделать вас более грамотными и образованными. Школа «Это жизнь» считает учительница первой алданской школы Наталья Герасимова. Наталья Геннадьевна сама выпускница родной первой. И разумная, добрая и вечная она преподает уже более 35 лет. Замечательный педагог и прекрасный наставник, говорят о ней ее ученики. А некоторые из сегодняшних школьников собираются идти по стопам своей учительницы Натальи Герасимовой. Давайте сейчас посмотрим сюжет из Алдана и передаем слово коллегам.
В 11 классе урок общения. Тема серьезная – профессиональное самоопределение. Этот учебный год для ребят решающий. Впереди выпускные экзамены и получение аттестатов. В июне Наталья Геннадьевна Герасимова выпустит своих ребят во взрослую жизнь. У меня очень хороший класс, у меня очень хорошие дети. Вы знаете, наверное, единственное, я могу похвалиться своими детьми, это то, что самый высокий процент качества – это в нашем классе. Мы дали, да, почти 85% качества, то есть у нас всего 3 человека, которые окончили год с тройкой. Наталья Геннадьевна ведет ребят с 5 класса. Несмотря на то, что сейчас только середина первой четверти, школьникам уже грустно. Кажется, что лето наступит быстро. Вне сплоченного и дружного коллектива 11-классникам сейчас представить себя сложно. На самом деле 11 класс уже как-то даже грустно понимать то, что вот буквально год остался, и, можно сказать, уходишь из школы, и все, это просто ступень пройдена, и сюда никогда не вернуться. Ангелина Кем собирается поступать в педагогический университет. Вполне вероятно, через несколько лет она станет коллегой своих учителей. К слову, именно они во многом определили выбор девочки. Наша Наталья Геннадьевна, она огромный пример подает нам. Очень хороший педагог, она тактично объясняет, все понимаем и очень хороший человек. Каждое поколение чуть-чуть отличается от предыдущего, убеждена Наталья Геннадьевна. В этом году учительница отметила свой профессиональный юбилей. В первую школу на первый урок она пришла 35 лет назад. Но я хочу сказать, что я доморощенная, я закончила именно эту школу. Но, если честно, вот с педагогикой, вы знаете, я не хотела себя связывать, поступая в университет. Но так получилось и так повернулась судьба, что я не смогла поехать и окончить Ленинградскую аспирантуру, поэтому я приехала сюда. 35 лет назад ровно я пришла работать в эту школу, у меня единственная запись трудовой книжки, и работаю я по сей день. Несмотря на то, что в педагогику Наталья Геннадьевна особо не стремилась, в профессию втянулась легко. Контакт с учениками налаживался с первых уроков. Сегодня Наталья Геннадьевна убеждена, много лет назад жизненные обстоятельства сложились определенным образом не случайно. Школа – это не профессия, школа – это целая жизнь. И эта жизнь наша связана естественно, со школой и с нашими детьми. И вот в преддверии праздника хочу пожелать всем своим коллегам счастья, здоровья, благополучия и удачи. Чтобы понимать ребят и девчонок, учитель должен быть с ними на одной волне, уметь говорить на их языке, быть в теме относительно увлечений и веяний и, конечно, терпеливо относиться к шалостям. В постоянном движении педагог остается молодым и активным, говорит Наталья Геннадьевна. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Спасибо коллегам. И продолжаю праздничную тему. Современный учитель. Кто он? Друг, наставник, ментор? Как должны выстраиваться коммуникации между учителем и учениками? Как должна преподавать современная школа? И что же все-таки самое главное в профессии учителя? Сегодня об этом и многом другом мы поговорим с нашим гостем. К нам пришла сегодня Феодосия Габышева, председатель Постоянного комитета Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций. Феодосия Васильевна, доброе утро. Доброе утро. Позвольте вас поздравить с праздником от всего нашего телеканала. Я знаю, что для вас это, конечно же, тоже большой профессиональный праздник, поэтому примите поздравления. Расскажите, кто же такой современный учитель и каким должно быть современное образование? Ну, во-первых, я хочу поздравить своих коллег, да, с нашим профессиональным праздником. Это день, который мы отмечаем с 65-го года, да, давно, можно сказать, а с 94-го года этот праздник отмечается как Международный день учителя. Это решение ЮНЕСКО, такой международной организации. Сегодня учитель – это не просто профессия, это профессия мудрых, вы уже сказали, это наставники наши, это советчики наши. И всегда, конечно, мы равняемся на учителя, как на элиту именно вот нашего общества. Сегодня перед учителем стоит очень большая задача, и всегда есть внимание учителю. 2010 год был объявлен годом учителя. Мы ждем еще 2023 год, а Путин, да, Владимир Владимирович, президент страны, уже сказал, что 2023 год будет объявлен годом педагога. Это большое внимание к профессии, да, учителя, педагога. Но сегодня мы какие требования ставим перед учителем?
конечно, чтобы это учитель соответствовал то, что хочет сегодня заказчик. Это вот семья, это родители, да, в первую очередь, да. Ну и сегодня, конечно, государство какие цели ставит перед образованием. Поэтому, в принципе, самые такие большие требования, можно сказать, да, перед учителем, перед педагогом, потому что мы им доверяем самое дорогое наше, это Самое наших дорогое — детей. дети, Да, в Конституции написано, вот, о новой редакции, да, но появилась новая статья, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. То, что сегодня делает, и то, что сегодня делает учитель и педагог, это все, ну, мы готовим их для будущей жизни. И сегодня самый главный человек, который готовит наших детей для будущей жизни, для развития, это, конечно, учитель в первую очередь, да. Феодосия Васильевна, но вы сама учитель, вы преподавали и в сельской школе, были научным сотрудником. Вот расскажите, вас что привело в профессию? Ну, это, конечно, мои учителя. Я, конечно, всегда брала пример от наших учителей. Ну, мне повезло учиться в школе, где работал народный учитель СССР Михаил Андреевич Алексеев. Нас учили учителя, которые приезжали по направлению в сельские отдаленные школы и обучали, учили вот, ну, математике, физике, русскому языку, иностранным языкам. Это люди, которые, ну, очень хорошо подготовленные. Есть, конечно, и наши учителя, действительно, у которых дар от природы. Они понимают, они чувствуют, как учить детей, как относиться. Не секрет, что не во всех семьях у нас благополучно, да, Ну поэтому именно в первую очередь это классный руководитель, это педагог, это учитель, который самый близкий для наших детей. Да, иногда педагоги становятся действительно больше друзьями, чем иногда да, ситуации в да. семьях происходят. И это, ну, достаточно распространенная история. Но вот как все-таки в республике идет строительство школ? Давайте поговорим об этом, насколько у нас сейчас заняты места, насколько есть дефицит мест, допустим, особенно в сельских школах. Ну, это создание инфраструктуры, это главная задача. Мы должны создать комфортные условия для обучения наших детей, да, чтобы они, ну, учились именно в современных школах. Да. Ну, на федеральном уровне есть программа, это называется «Школа 2025», именно по созданию дополнительных мест. И у нас есть государственная программа развития образования. Взамен аварийных ветхих школ мы должны строить школу. Ежегодно школа строится у нас не менее 10, но это, как условно можно сказать, в последние годы строятся очень большие школы, да, на 500 мест, на 900 мест, сейчас уже на 1000 мест, да. Это, конечно, современные, очень хорошие школы. Они Но мы в сразу свое оснащены время для всех. инициировали, да, именно создание комфортных условий, именно по проектированию школ именно применительно в наших условиях, в наших северных условиях. Сегодня у нас вот такие красивые, комфортные, современные школы строятся не только в городах, они строятся и в сельской местности. Особенно сейчас мы строим школы-сады, да, чтобы и детские сады были действительно хорошие, комфортные. Строим именно учреждения дополнительного образования, да, начиная от музыкальных школ, кончая спортивными школами и так далее. Именно кванториумы, которые создаются, тоже которые отвечают нашим современным требованиям. Да. Сегодня, надо сказать, создаются хорошие условия, но не везде, особенно в отдаленных наших арктических улусах. Еще нам надо строить много школ. Только в городе Якутске не хватает именно для перехода в одну смену 22 тысячи дополнительных мест. Да. Поэтому сейчас строится, вот в городе Якутске это, надо строить столько же школ, сколько сегодня их есть. Да. Ничего себе. Феодосия Васильевна, а вот все-таки как поддержка учителей идет, чтобы они оставались работать на местах? Ну, хочу сказать, это в первую очередь, ну, это достойная зарплата нашим учителям. Это сократить или вообще, как сказать, убрать такую, ну, бюрократические отчеты, сократить их, да, максимально. Создать условия, сегодня ставить вопрос, это строительство жилья.
У нас есть программа для тех, кто выезжает в отдаленные сельские улусы, ну, в артистские. Ежегодно мы по 30 мест выделяем по конкурсу нашим учителям. Есть сейчас это проект «Земский учитель» федеральный, да, тоже получает 2 миллиона рублей, если они 5 лет будут работать именно, месте. да, куда они направлены, это в сельской местности, да. Особенно, конечно, сегодня вопрос именно не только зарплаты, вопрос именно создания условий, в первую очередь, это жилья. Сегодня многие ставят вопрос, чтобы построили специализированное жилье, чтобы молодые специалисты приехали, могли, ну, жить, Работать, достойно, жить, да, и жить, в работать в хороших хороших условиях. Сегодня мы работаем над законопроектом о статусе учителя. Да? Это важно, я считаю. В 90-е годы, когда учителям, ну, сложно было даже выплачивать заработную плату, был закон об учителе. Да? Благодаря этому закону гарантированно получали заработную плату, повышали вот, ну, методически свой уровень, создавались условия. А сейчас вот именно по инициативе наших самих педагогов, самих учителей разработали проект закона о статусе учителя. В рамках августовского совещания мы этот законопроект обсудили, в рамках Вилюйского образовательного форума обсудили. Мы должны ускорить именно принятие вот данного закона о статусе педагога. Ну, таких законов должно быть много у нас в республике, как признание вот именно профессии учителя, строят памятники, да, Ну да. создают скверы. Вот сегодня тоже будет возложение Цветов, да, венков. цветов памятнику народного учителя сэр Михаила Андреевича Алексеева. Сегодня открывают сквер в Намском улусе, сквер учителя. Но если перечислить, таких мероприятий достаточно много. Это, конечно, признание профессии учителя. Мы с вами буквально в субботу посетили поселок Бяськёль, где тоже было анонсировано строительство школы. Расскажите, вот в сельской местности как идет развитие вот таких объектов социальных, важных и для образования наших детей? Ну, в Бяскюле планируется строительство школ на 150 мест. Сегодня там учатся 135 детей, да, будут возвращаться, и у них демография очень хорошая по сравнению с другими поселениями, если смотреть, да, поэтому они очень ждут строительства школы. Вопрос согласован на самом высоком уровне. По инициативе главы республики Арсения Сергеевича Николаева было обращение президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Сегодня Министерство образования и науки, Министерство строительства, Министерство экономического развития работают над этим вопросом, да, чтобы было федеральное финансирование, чтобы были созданы достойные условия для наших детей. Конкретно у нас проект есть, он был включен в федеральный реестр. Это проект именно наших архитекторов, наших профессионалов, именно кто создает вот такие наши проекты. Школа такая построена в селе Балыктах Мигрен-Кангаласского улуса. А сейчас вот по такому проекту с учетом именно направлений школы Бяскюль, да, где у них агропрофилированное, но с другой стороны именно и политехническое образование непосредственно будет в этой школе. Ну, сегодня и есть, да. Поэтому планируем создать именно такую школу, современную, хорошую школу. Очень надеемся, что по нацпроекту еще дополнительные деньги на оснащение получим. Я думаю, что будет одна из самых лучших школ сельской местности. Феодосия Васильевна, ну, я хочу еще раз поздравить вас с праздником, пожелать вам всего самого лучшего, поблагодарить вас за то, что вы все-таки делаете детей образованнее, делаете нас мудрее. И в лице вас, всех учителей, поздравляем с праздником. Есть у нас небольшой презент, поэтому Спасибо большое, да. хотим вам Спасибо большое. подарить. Да. Нашим Социальная дистанция у нас, конечно, но вот сейчас хотим услышать от вас поздравления вашим коллегам, учителям. Может, обратитесь. Дорогие наши учителя, желаем вам, чтобы вы работали творчески, для вас были созданы хорошие условия, чтобы вас всегда поддержали, чтобы было признание ваших учеников, ваших родителей, наших учеников.
И, конечно, здоровье. Вот сегодня для нас это самое главное – здоровье. Но в условиях даже пандемии вы всегда находите выход, вы всегда работаете от души, с открытым сердцем. Желаю вам всего наилучшего. Спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня утром в эту студию. Спасибо, что поздравили всех учителей и еще раз вас с праздником. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем. Опять же, тема учителей. 5 октября ознаменовался как Всемирный день учителя. Этот праздник отмечают более чем в 100 странах по всему миру. Ну а что еще произошло в этот день, 5 октября, давайте посмотрим в нашей постоянной рубрике. На календаре 5 октября и в этот день отмечают День работников уголовного розыска в России, День образования Республики Адыгея, День Республики в Португалии. По народному календарю в этот день особенно чествуют 2 святых – мученика Фоку и пророка Иону. На Руси этот день отмечали запретом есть рыбу в память о пребывании Ионы в чреве кита. Зато в обилии на столе была редька, крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Как правило, ее подавали с солью, луком и квасом. Фоку русские почитали как защитника от пожаров, а также спасителя утопающих. Также день называли листопадный, потому что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев. Приметы: если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени. В этот день Христофор Колумб открыл Коста-Рику. В США вышла первая книга Эрнеста Хемингуэя, сборник рассказов назывался «В наше время». Исследователь Арктики Георгий Ушаков завершил открытие Северной Земли и водрузил советский флаг на ее западном берегу. В Великобритании вышел первый сингл Beatles «Love Me Do». СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Родились в этот день итальянский художник Франческо Гварди, князь Евгений Трубецкой, русский религиозный философ, публицист, общественный деятель, Варвара Мясникова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Рэй Крок, американский ресторатор, создатель сети ресторанов «Макдональдс». Мелитон Кантария, один из советских солдат, водрузивших Знамя Победы на крыше здания Рейхстага, герой Советского Союза. Стив Миллер, американский рок-певец и гитарист. Инна Чурикова, народная артистка СССР. Кейт Уинслет, британская актриса, обладательница Оскара. Именины празднуют Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Мартин, Николай, Макар, Петр, Федор, Феофан и Фока. С добрым утром! Мы продолжаем работать в прямом эфире. И сейчас пришло время новостей. Передаем слово в нашу информационную службу. Сергей Михедов готов познакомить с самыми актуальными событиями к этому часу. Продолжит утренний эфир блок информации в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Все административные барьеры для признания российской вакцины против коронавируса «Спутник Ви» Всемирной организации здравоохранения устранены. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам переговоров с главой ВОЗ. Позиция России по поводу продвижения и регистрации вакцины «Спутник Ви» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы. Все барьеры сняты. Никаких мы сегодня не видим препятствий для дальнейшей работы. И это было подтверждено со стороны генерального директора, сказал Мурашко. При этом параллельно Минздрав России и РФПИ продолжают вести консультации о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 с Евросоюзом. Это даст возможность россиянам, привитым спутником Ви, свободнее перемещаться по Европе. С 1 ноября максимальная комиссия при переводе через систему быстрых платежей физлица с банковского счета на специальный счет в маркетплейсе на сумму до 100 тысяч рублей в месяц будет равна нулю, а от 100 тысяч рублей в месяц – 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Отправлять деньги на финансовые платформы можно будет на тех же условиях, что и между физлицами, а выводить их со счетов бесплатно, вне зависимости от суммы. Об этом сообщил Банк России.
Осенняя призывная кампания вновь пройдет в условиях жесткого санитарно-эпидемиологического контроля. Чтобы исключить попадание в войска инфицированных коронавирусом, со всеми новобранцами перед отправкой на сборные пункты проведут экспресс-тестирование на наличие ковид. Для профилактики ковида на сборных и призывных пунктах, а также на транспорте для перевозки новобранцев не реже 2 раз в сутки организуют санитарную обработку. Правительство России утвердило проведение международного музыкального конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени Сергея Рахманинова. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В оргкомитет конкурса войдут дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, виолончелист Сергей Ралдугин. Председателем оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Новый конкурс пройдет в следующем году в Москве. Мероприятие будет состоять из отборочного и нескольких очных туров, отмечает в пресс-службе правительства. Конкурсанты по специальности фортепиано должны быть не младше 16 и не старше 32 лет. По специальности дирижирования не старше 40 лет. По специальности композиция возрастных ограничений нет. Премия за первое место составит $30 тысяч, за второе место $20 тысяч и за третье место $10 тысяч. Россиян ждет аномально снежная зима. Об этом заявили синоптики центра ФОБОС. Причина – в остановке процесса таяния льда в Арктике. По словам специалистов, циркумполярный вихрь, который формируется над Северным полюсом, окажется в этом году более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты. А это, в свою очередь, приведет к смещению циклонов и росту количества вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Плюс ко всему усилится и западно-восточный перенос воздушных масс, что приведет к увеличению количества осадков. Больше всего снега синоптики ждут в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье и на севере Дальнего Востока. Спасибо большое, Сергей. Ну а мы продолжаем наш эфир. Век живи, век учись. Согласитесь, иногда нам хочется в обществе вставить какую-то заковыристую фразу или слово. Ну а как правильно его произносить и вообще уместно ли оно в данном случае, знают наши эксперты. Давайте послушаем рубрику «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! В русском языке есть такое шутливое, ироничное обращение «друг ситный». Откуда же оно появилось? Традиционно считается, что другом величают ситным по аналогии с ситным хлебом. Ситный хлеб – это, как правило, был пшеничный хлеб. И муку для него просеивали не через решето, а через сито, тем самым насыщая кислородом и очищая от различных примесей. Такой хлеб считался дорогим, и подавали его в крестьянском доме только очень дорогим гостям, друзьям, близким друзьям. Сейчас мы уже забыли, что такое ситный хлеб. И наоборот стараемся есть хлеб с отрубями и с различными добавками. И поэтому выражение стало немножко переосмысляться. Так, в одном из интернет-форумов слово «ситный» понимается так. Ситный друг – это друг ненадежный, у которого все как сквозь сито проходит. А с другой стороны, у этого фразеологизма появился как бы такой понятный вариант, понятный синоним, близнец. Друг не ситный, а ситцевый. Кто же такой ситцевый друг? Ситцевый друг, можно подумать, что это какой-то такой легкомысленный, ненадежный и вовсе недорогой. Нет, любой друг хороший, он нам дорог. Поэтому мы называем его ситцевым, потому что мы таким образом наше отношение к нему передаем, как легкое, нежное, воздушное, как ткань ситец. Всего доброго, друзья мои ситцевые! Спасибо нашему эксперту. Ну а мы продолжаем выпуск и говорим о современном образовании. Ведь современное образование – это не только русский язык и математика. В век цифровых технологий все больше появляется IT-школ. И сегодня у нас в гостях руководитель одной из них Евгений Есевич, руководитель якутского филиала Международной школы программирования для детей Коди. Евгений Юрьевич, доброе утро. С праздником вас. Спасибо большое. Вам доброе утро. Я тоже являюсь поклонником вашей программы, и каждое утро я смотрю, и поэтому очень приятно побывать у вас в студии. И, воспользуясь моментом, конечно же, обращусь ко всем учителям.
Вот, дорогие учителя, поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам, во-первых, конечно, здоровья. В наше время это очень актуально. Здоровья, любви, благодарных учеников. И чтобы вам на всех хватило терпения и была бы соответствующая отдача. С праздником всех. И вас, Евгений Юрьевич, с праздником. Я думаю, сейчас даже ваши ученики прильнули к экранам и думают, наш любимый учитель вот сейчас, сегодня утром в этой студии поздравляет своих коллег. Это очень здорово. Для многих родителей ребенок и компьютер – это, конечно, пугающее сочетание. И мы, наверное, очень много раз слышали это все, потому что ты много за компьютером сидишь, это все из-за твоих гаджетов. Вот все-таки давайте поговорим, насколько важно сейчас учиться именно IT-технологиям и программированию. Да, и вот даже в сегодняшней программе незадолго был сюжет, когда рассказывали о профессиях вообще, которые сейчас на рынке актуальны. И там видно, что на первых позициях это профессии программирования. Поэтому нужно обратиться к родителям детей. Да? Нужно сейчас уже в наше современное время действительно смотреть на гаджеты немножко под другим углом. Поскольку приобщать ребенка к цифровым технологиям сейчас уже можно даже с детского сада. Сейчас уже есть и программы для этого созданы соответствующие, и методики, и преподаватели уже подготовлены к этому. Поэтому чем раньше дети начнут заниматься программированием, именно осваивая, ну, конечно, это начальные навыки там, создания игр, и дальше уже переходим к программированию, именно к писанию кода. Чем занимаются ваши ученики? Давайте поподробнее обсудим, что в вашей школе преподают. Наш якутский филиал Международной школы программирования Кодди располагается в IT-парке вот, на 5-м этаже. Там у нас 2 аудитории. Вот, и начальные навыки, которые наши ребята получают, это, конечно же, их нельзя сразу резко как бы извлечь из игр, да, поэтому они увлечены, и на основе вот этих игр дальше уже продвигая, более сложно моменты им пытаемся привить, вот, и отвести их от сферы именно пользователя игры к сфере создателя игры. Вот. И именно создавая игру, ребенок уже начинает создавать код, программировать и переходит уже к более сложным вещам. То есть это идет все в игровой форме? Или больше так... Ну, давайте я расскажу на примере нашей распространенной программы. Это Майнкрафт, программирование Майнкрафт. Все знают эту Даже игру. те, кто не играет. Да, очень популярный. И знаю многих родителей, которые скептически осмотрятся, ой, какой-то Майнкрафт. А это очень удобная оболочка, в которой ребенку можно привить начальные навыки в программировании. Давайте на этом мы сейчас с вами прервемся и оставим интригу для наших зрителей. Мы уходим на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Утром, и я напоминаю, что мы продолжаем говорить о программировании с руководителем якутского филиала Международной школы программирования Кодди Евгением Кейсевичем. Евгений Юрьевич, давайте продолжим нашу беседу. Мы говорили о программировании игры Майнкрафт. Вот, да. Собственно. Да, но в нашей школе используется не сама игра Майнкрафт, а ее обучающая платформа Майнкрафт Edu. Вот, поэтому там в этой игре, скажем так, да, для как понимания детей эта игра, вот, дается ребенку робот, черепашка, вот, который ребенок, управляя, как бы считает, что он играет, но он уже осознанно сдает команды этому роботу. И в конце курса нашего, то есть ребенок уже полностью выведен из игры, и он только программирует и задает команды, и то есть полностью уже переходит на язык программирования Lua, который создан корпорацией Microsoft. Вот. Корпорация Microsoft у нас в России аккредитовала только нашу школу на преподавание Microsoft. И у нас есть еще, кроме вот начального программирования Minecraft, еще есть Minecraft искусственный интеллект, но там уже вообще заоблачные вещи делаются. И химия, там и физика присутствует, и все навыки, которые в школе детям могут помогать. Пандемия как-то повлияла вообще на обучение у вас?
Ну, конечно же. Наша школа была создана в марте прошлого года, и в марте прошлого года Самое все и время. случилось. Да. Вот. Ну, естественно, мы перестроились, так как сам наш головной офис был создан в 2016 году, и там все учебные программы отточены, ну, сказать, на все моменты, поэтому мы легко перестроились на дистанционное обучение. Ну и И- для вас онлайн это вообще, наверное, сама и жизнь. Да. Вот. И до марта этого года, в принципе, работали только онлайн. И в марте вот потихоньку перешли на офлайн. Ну и сейчас, конечно, нужно отметить, что люди устали от пандемии, и поэтому как только узнали, что есть офлайн, и практически онлайном вернулись. стараются не пользоваться. Все Вот. вернулись к живому общению. С какого возраста можно пойти в школу программирования? У нас сейчас программы рассчитаны с 6 лет. Вот. И с 6 лет мы набираем группы. Ребята довольны, спокойно справляются. Это этими начинается на каком-то первоначальном уровне наверняка, да? Да, А да. программирование роботов, вот сейчас робототехника так развита, тоже есть? Ну, у нас в школе 10 программ различного направления, поэтому ребята могут выбрать себе то, что по вкусу, то, чем увлечен. И не только программирование, но и художественное, там, рисование на планшете, кибербезопасность, то есть, защиту своей семьи и ресурсов. Это тоже такая актуальная тема в нынешнее время. Почему в Якутске открылся филиал вот этой международной школы Коди? Почему был выбран Якутск? И, собственно, действительно, настолько это у нас актуально? Да, сейчас развивается, ну, никому не секрет, что это развивается направление. И вообще наша школа, она работает в 169 городах по России и в 19 странах. Ну и в нашем передовом Якутске мы вообще, если так посмотреть, по технологиям, собственно, где-то многие города опережаем по России в развитии в IT-технологиях. Поэтому просто эта школа не могла здесь не образоваться. А вам помогает как-то статус резидента IT-парка? Конечно же, резидент IT-парка – это значит льготное размещение в помещениях, льготное получение оборудования. И здесь нашим правительством и нашим IT-паркам уделяется очень большое внимание. А какой штат у вас преподавателей, педагогов, учителей, собственно, и кто это? Молодые специалисты или уже закоренелые учителя? Нет, большей частью это молодые специалисты, выпускники нашего университета. Вот. И сейчас у нас в штате 10 преподавателей. Вот. И у нас так построен учебный процесс, чтобы каждый преподаватель овладевал не одним каким-то предметом, а владеют, как правило, 3-4 направлениями, чтобы сама создана модульная система, и любой специалист друг друга может заменить, ну, тем более, что мы не застрахованы там, от каких-то болезней или что-то еще такое. Ну да, согласна. В школе много внимания уделяют общественным курсам и благотворительности. Да? Расскажите, пожалуйста, что за акции «Чистый город», собираем детей в школу, как вы в них участвовали и почему? Ну, для того, чтобы как можно доступнее было наше образование вот, и вообще развитие, да, IT, мы, естественно, стараемся участвовать, активное участие принимаем в различных акциях. Это у нас фестиваль тут большой проходил, цифровой Мусу Стар. Вот, там мы мастер-классы бесплатные показывали, и после мастер-класса давали сертификаты на скидки на наше обучение. Затем наша школа в региональном этапе участвовала в WorldSkills. Наши преподаватели были, кстати, там экспертами. Вот, и наши ученики, это мы сотрудничаем с Актемской школой. Вот, ребята Актемской школы занимали там призовые места, вот, нужно отметить. И, естественно, акции, которые проводятся в нашем городе, мы не упускаем момента, чтобы в них тоже поучаствовать. Ну и даем свои возможности ребятам, ну, сертификатами, конечно, даем возможность получить IT-образование и приобщиться к этой сфере. Сергей Юрьевич, Евгений Юрьевич, извините, я желаю вам всего самого наилучшего. Хочу вас в вашем лице поздравить весь преподавательский состав вашей IT-школы. И пусть все только самое доброе и хорошее вас сопровождает. И главное, здоровье. И все-таки переходите в офлайн. Да, спасибо. Спасибо, всем желаю этого. Я напомню, что у нас был Евгений Киесевич, руководитель якутского филиала Международной школы программирования для детей Коди.
Ну а сейчас я хочу вам рассказать, что 5 октября 1911 года в Якутске открылась городская публичная библиотека и Якутский областной музей. Сегодня это историческое здание Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. У строительства этого объекта есть множество интересных историй и важных для нашего города. И давайте в нашей рубрике «Книжная полка» узнаем об этом поподробнее. Доброе утро! 5 октября 1911 года, ровно 110 лет тому назад, открылось здание городской публичной библиотеки и Якутского областного музея, ныне исторического здания Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Само строительство здания имеет очень интересную и важную историю для нашего города и Якутии в целом. Строительство здания было инициировано губернатором Иваном Ивановичем Крафтом. Ивану Ивановичу Крафту в этом году исполняется 160 лет. Сам Крафт, как личность, тоже очень важен для истории нашего города. Благодаря его бурной деятельности в Якутской области были сделаны важнейшие шаги для развития. Иван Иванович Крафт инициировал строительство здания в целях развития культуры и просветительства в Якутской области. Тогда, в далеком 1909 году, он выступил народу, чтобы народ внес пожертвования во благо строительства и открытия нового каменного здания. Тем самым, благодаря жителям Якутии, также купцам, пожертвовавшим огромные деньги, было собрано около 50 тысяч рублей. И в 1911 году, 5 октября, состоялось торжественное открытие. Телеграммы были получены со всех концов России. Даже император Николай II отправил телеграмму с поздравлением с таким большим событием для жизни и истории Якутии. В честь столетия исторического здания Национальной библиотеки в 2011 году Национальная библиотека Республики Саха-Якутия выпустила юбилейную книгу. В этой книге вы можете узнать про историю строительства этого здания, какие люди помогли и пожертвовали деньгами, также какие люди работали в этом здании. Советую вам прочитать книгу в электронном варианте из электронной библиотеки Национальной библиотеки Якутии по адресу nlrs.ru или же в читальных залах Национальной библиотеки. Вот такими событиями ознаменовался сегодняшний вторник. И 5 октября действительно день уникальный. Во-первых, я еще раз хочу поздравить всех учителей с этим замечательным Всемирным днем учителя. И наши учителя действительно достойны того, чтобы мы их ценили, уважали, любили. Поздравьте сегодня. Пусть не работают мессенджеры, позвоните своим первым учителям, позвоните своим любимым педагогам, которые подарили вам путевку в эту жизнь, которые научили вас так многому. Поздравьте их, пожелайте им всего самого наилучшего. Ну а также я хочу поздравить нас, якутян, с тем, что 110 лет назад было возведено такое прекрасное здание Национальной библиотеки. В самом центре нашего города находится это прекрасное историческое здание с вековой историей, с более чем вековой историей. И, конечно же, приходите в Национальную библиотеку, читайте книги, образовывайтесь, это тоже очень важно. Но на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были с нами, и оставайтесь на нашем канале.